Селям алейкум, сайхалы достлар. Зовут меня Серан Муждаба. Я не повар, тем более не профессионал, но очень мне нравится, когда мясо контактирует с углями. Есть много разных способов, как это сделать. Бывает традиционный кебаб, бывает чобан кебаб, тандыр кебаб. Но в нашем случае мы сегодня проходили по рынку, и нам попалось вот такой вот красивые антрикотики бараньи. Баранинка очень молоденькая, жирненькая. А рецепт наш очень простой, секрета здесь нету никакого. Пока наши угли готовятся, мы сейчас посолим и поперчим. Мы посолили одну сторону и сразу же эту сторону перчим. А если есть любители острых ощущений, то это можно сделать немножечко пообильнее. Теперь мы переворачиваем наши антрикотики и делаем такую же процедуру с другой стороны. Ну вот, собственно говоря, наш маринад готов. Теперь нам надо разобраться с нашими угольками. Для чего мы их отсюда аккуратненько выгребаем. Таким вот образом. Вот так, вот так, вот так. Немножечко их сверху освежим. Угли у нас уже готовы. Мы приступим к выкладыванию мяса на решетку. Выкладываем так, чтобы оставались небольшие зазорчики, для того, чтобы жар проходил мимо нашего мяса. Последний кусочек, мы его тоже аккуратненько сюда выкладываем и накрываем второй части нашей решетки. Вот, собственно говоря, у нас все готово. Мы еще раз смотрим угли, как у нас. Мы их можем немножечко обдуть. Угли не должны быть сильно красными. Слегка должен быть пепельный сверху цвет. Ну вот, собственно говоря, он у нас уже таков и есть. Нам осталось всего лишь навсего обжарить наше мясо. Выкладываем его на угли. Итак, мы начали жарить. Пошел сразу характерный дымок и характерный запах. Кстати, очень приятный. Мы не должны мясу давать долго жариться на одной стороне. Оно только лишь начало шипеть, ждем буквально несколько секунд и переворачиваем на другую сторону. Для чего это делается? Для того, чтобы сок, который выходит с мяса, не капал вниз, а опять как бы возвращался в мясо. Тогда мясо будет у нас сочнее и вкуснее, соответственно. Переворачиваем наше мясо, оно уже зашипело. Вот какое оно. Такую процедуру мы еще можем пару раз проделать, для того, чтобы мясо у нас было и хорошо поджаренное, и в то же время сочное. И мы, наверное, в последний раз уже переворачиваем еще раз мясо. Я думаю, что уже все готово. Убираем решеточку. Дело осталось за малым. Выложить наше мясо красиво в наш очаровательный табак. Баллар мяса мы выложили. Ну и какой же шашлык без лука? Мы его обильно вот так посыпаем луком. Аштатлы болсын, баллар. Идем к друзьям.